Начинаем наше исследование. Сегодня говорим о Жусупе Абдрахмановой. Это первый глава правительства Киргизской АССР. Да, фигура знаковая. Опираемся на статью 24.kg. Там архивные данные, воспоминания. Хотим понять, кем он был. Человек, который опередил время, спас людей от голода, но стал жертвой той же системы. Сложная история, да. Его ведь недавно официально назвали одними из отцов-основателей кыргызской государственности. Да. И вот что важно. Сейчас открываются новые архивы в Кыргызстане, России, Казахстане, Узбекистане. Это позволяет, объемнее взглянуть на его работу. То есть не только вот этот известный акт спасения от голода. Спасение от голода — это, конечно, великий гуманистический поступок. Но надо помнить, он действовал внутри системы. Пытался ее, как-то изменить, обойти. И это и привело к трагедии. В конечном итоге, да. Давайте тогда по порядку. Начало 1920-х. Он и его соратники борются за кыргызскую государственность. Угу. Была горная Киргизская область, но ее отменили. И только в 1924 году Кара-Киргизская автономная область. Да, в составе РСФСР. И вот это решение, как подчеркивается в статье, что Абдрахманов убедил Москву включить область именно в РСФСР, а не куда-то еще. Это был стратегический ход. Почему? Это защищало, так сказать, от поглощения соседями по Средней Азии, более крупными республиками. Понятно. Прямая линия с Москвой. Именно. Он считал это ключом к будущей автономии. И его письма Сталину это подтверждают. И политика подкреплялась экономикой, что важно. Да, точно. С 27 по 32 год Киргизская АССР под его руководством показывает лучшие темпы роста в Союзе. А ведь ему было всего 25, когда он стал премьером. В 26, если быть точным, когда он стал председателем Совнаркома. Да, очень молод. И это позволило ему ставить вопрос уже о статусе союзной республики. Совершенно верно. И что интересно, вот анализ документов показывает, де-факто Кыргызстан получил права союзной республики уже в апреле 1930-го. То есть задолго до официального 1936 года. Да. Начал функционировать с большей автономией гораздо раньше. Юридическое оформление было позже. Вот это его экономическая хватка, стратегическое видение. Это же видно и в истории с Турксибом. Просто поразительно. О, да. Турксиб — это отдельная история. Он же добился, чтобы магистраль начали строить из Фрунзе, тогда еще Пишпека. А потом план изменили. Да, решили пустить в обход Киргизии. И он 2 месяца буквально сражался с центром. И чем кончилось? Добился компенсации? Отдельная железнодорожная ветка от Фрунзе до Иссык-Куля. Слушайте, а вот его правнук Кастемир, он же снял фильм об этом. Да-да. Он там говорит, что нынешний проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан — это, по сути, реализация плана Абдрахманова столетней давности. Такое мнение есть, да? Насчет выбора столицы Фрунзе. Это ведь тоже связано с Турксибом? Конечно. С Турксибом и планами индустриализации. Хотя изначально вроде рассматривали Джалалабад для контроля над югом. Да, был такой вариант. Но железная дорога сделала Фрунзе экономическим центром. Плюс Абдрахманов провел районирование. 7 кантонов, административных округов, для укрепления управления. И еще он активно продвигал оседлость. Очень активно. Он понимал, насколько это важно для развития. За год, представьте, 8 тысяч хозяйств перевели на оседлость. Но все-таки самый, наверное, известный его поступок, о котором и в статье много, это спасение людей во время голода 30-х. Да, это, пожалуй, ключевой момент его биографии. Он отказался выполнять нереальные планы хлебозаготовок, пошел против системы. Там даже приводится его диалог с руководством Среднее Сбро. Это же был региональный партийный орган. Да, контролировал республики Средней Азии. И Абдрахманов им прямо заявил: «Не дадите хлеба для наших хлопкоробов, не получите от нас фуража». И добавил: «Если за это у меня отнимете партбилет, что ж?» Именно так. Очень смело. Он добился тогда выделения 5000 центнеров зерна, спас не только кыргызов, но и, что важно, тысячи беженцев из Казахстана. Но вот эта смелость и его личный дневник, где он откровенно писал о Сталине, о партийной линии, это же ему дорого стоило. Это и решило его судьбу, по сути. Дневник попал к Сталину. Есть же записка Сталину, Молотову и Кагановичу от августа 1933 года. Да, стоит прочесть дневник Абдрахманова. Все. Это был приговор фактически. В сентябре 1933-го его сняли, потом исключили из партии, а арестовали в 1937-м. Обвинение стандартное — антисоветская деятельность.
За этой фигурой государственного масштаба ведь был и живой человек. В статье интересные детали есть. Про дружбу с Маяковским, например. Да, это известный факт. Маяковский привозил ему из Америки бритву-жилет А жене Гульбахрам золотые часы и... и дамский пистолет Браунинг. Да, и пистолет тоже. Абдрахманов был среди тех 16 человек, кто нес гроб Маяковского. Какая связь? Его потомок Астемир сейчас много делает для изучения наследия. Передал дневник, награды в музей. Да, это очень важно. И еще показательная деталь. Его дочь Аида всю жизнь проработала на Турксибе, Ага. который строил ее отец. А младшая дочь Лена, она добивалась реабилитации. Да, и она опознала его останки среди 137 жертв, найденных в Чунташе. Какой финал? Да, расстрелян в ночь с 5 на 6 ноября 1938 года, прямо накануне 21-й годовщины революции. Революции, которой он, по сути, посвятил жизнь. Ему было всего 36 лет. Обвинение антисоветская террористическая организация. Уставившая целью отторжение Киргизии от СССР. Стандартный набор того времени. Давайте подведем итог нашего разбора. Жусуп Абдрахманов, фигура огромного масштаба. Без сомнения. Провидец, стратег, руководитель, очень смелый, спасший свой народ. Его жизнь как зеркало эпохи. Созидание и репрессии рядом. Да. Имя возвращается из забвения. Памятники, улицы. Дневники номинируют в программу ЮНЕСКО «Память мира». И вот главный вопрос, наверное, который остается после изучения этих материалов, над которым стоит подумать. Как такие фигуры, о которых мы узнаем больше благодаря архивам, влияют на современное самосознание нации? Угу. Как-то имеете вклад, огромный вклад в государственность, с той трагической ценой, с неоднозначностью самой системы, которой они служили, и в итоге стали ее жертвой. Да, это вопрос действительно сложный. Оставляем его для размышлений.